G-L-A-M-O-R-O-U-S, yeah. G-L-A-M-O-R-O-U-S. We flying first class up in the sky. I'm champagne, living my life in the fast lane. I wanna change all the glamorous, ooh, the flowers, the glamorous, 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 all the glamorous, ooh, the flowers, the flowers, glamorous, 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 all the glamorous, ooh, the flowers, the flowers. All them things don't mean a thing. Chaperones and limousines, shopping for expensive things. I be on the movie screens, magazines and bougie scenes. I'm not clean, I'm not pristine. I'm no queen, I'm no machine. I still go to Taco Bell, drive through Ross Hill. I don't care, I'm still real, no matter how many records I sell. After the show, after the Grammys, I like to go cool out with the family, sipping, reminiscing on the days when I had a Mustang, and now I'm Итак, всем привет еще раз. Мы решили отправиться в последний день отпуска хоть куда-либо. Выбор был у нас, собственно, небольшой. Это Палдиски, Раквере и замок Толсе. Выбрали Толсе, потому что в Палдиски я обещал одному из зрителей чуть позже съездить после концерта Рамштайна. Он еще не был. Поэтому, а в Раквере, собственно, я планировал более солнечный день поехать. Хотя он здесь недалеко находится, но, не знаю, может быть, проездом будем где-то. Так, поэтому мы, наверное, пойдем здесь прогуляемся. Честно говоря, я немножко в небольшой растерянности. Я не знаю, это частная земля, не частная. Хотя здесь должен быть знак типа Эра Ма или Эра Т, что-то такое. Может, это, я так понимаю, местные жители. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как это переводится. Как мы переводим? Что-то, когда нужно быстро что-то перевести. Фото, перевод. Как-то
Мы дохлую лягушку нашли. Сейчас посмотрим. Замок Тулса, пропуск на транспорте с разрешения владельца. Все, значит, я думал, что вообще сегодня все закрыто, поэтому можно, наверное, пройтись. Так. Пойдем. Лягушечка моя. Так. Тут у нас замок Толса, последний, самый ближайший к воде крепость, которая построена Ливонским орденом между 1471 и 1473 годом. Смотрите-ка. Ну, посмотрим. Так, вообще, честно говоря, нам наши знакомые рассказали про вот это место, что здесь есть замок, который находится прямо на берегу как бы моря. Замок. Вот. И я посмотрел, как он называется. Сначала, не поверил своим ушам. Толса. Толса. 2 буквы О. У меня он просто ассоциируется именно с пенным напитком Толса. Его сейчас нету. Он был в свое время еще до того, как Олекок появился на прилавках. Ну, по крайней мере, я тогда не видел никакого Олекока. Помню, вот Толса. Он очень дешево стоил. 60 или 70 этих сентов. Не евро-сентов, а вот которые, как бы, когда кроны еще только были. А вот уже там вдалеке видно. Это, наверное, все относится к этому, ко всему, к этому, как сказать, комплексу, наверное, нет? Сисесит, Айнульт, Кворальдат, Аутоле. Проезд кому разрешен, не совсем понял. Что-то мне подсказывает, что не особо популярное место, хотя буквально вот закон Вселенной, который я давным-давно вам говорил, что Вселенная исполняет все желания, да, вот это, что вот только я задумался о поездке сюда и где-то в Фейсбуке увидел какую-то контекстную рекламу. Нет, не контекстную рекламу, зря я это сказал. Пост в группе, там типа Таллинс или кто-то вот как раз написал про этот замок. Что типа приезжайте, посмотрим. Посмотрите, точнее, да. Вот здесь можно, кстати, кролику нашему что-то нарвать, я думаю, потому что, чтобы травишки более или менее нормальные нарвать, нам приходится вообще там на пустыре далеко-далеко ходить, где машины прям не ездят. Ну, здесь-то понятно, что какие-то машины, наверное, гоняют. Здесь мы не будем уже набирать. Но где-то в округе, я думаю, можно. Так, у меня карты с собой под рукой нету. Мне просто интересно, там болото или нет. Так. Google карты. Ага, Хесбургер. Сразу же смотрим, где нам перекусить на обратном пути. Кстати, я все забываю уже, какой ролик после поездки. После поездки в Хапсалу, который нам очень понравился. Я все забывал сказать, я просто не знал, в каком контексте. Но вот раз мы заговорили о Хесбургере, не в Таллине. Так вот, когда мы ездили в Хапсалу, нам все идеально понравилось. Прям вообще настолько, даже то, что дождь, это просто полная фигня. Все здорово. Кроме вот одной жирнющей вот ложки дегтя. Это Хесбургер местный. Потому что мы как бы уж такие люди немножко приземленные, мы уже давным-давно как бы не экспериментируем там с пищей, какие-то кафешки и все такое. Но мы думаем, если есть Хесбургер, ну, значит, надо туда пойти, потому что там гарантированно картошка вкусная там для детей, бургеры нормальные, вот этот вот рапсовый соус не так сильно чувствуется и все такое. Вот, и мы пришли туда, в Хесбургер. И у нас был простенький заказ, мы прождали там час времени просидели, ждали заказ. Вот, заказ приготовили просто ужасно. Потом я не поверил, как бы, не может же быть такое вообще, как бы, вот на постоянке, как бы. Полез в отзывы в Гугле и все стало на свои места. Видимо, там это действительно такая вот практика. Вот, так что, не знаю, кто-то, если не был в
капсулы, хотя, мне кажется, я единственный, кто не был там еще. Ну вот, ну мало ли, имейте в виду, никаких хесбургеров, лучше уж в какую-то домашнюю кафешку сходить. Вот. Оп, ой, подождите, ко мне письмо пришло. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Возможно ли использовать ваше видео на безвозмездной основе? Эстонское телевидение. Ну, посмотрим. Посмотрим. Приятно. Конечно же, можно. Господи, хоть все. Хоть напишите под своим именем. Ну ладно. Идем дальше. Вообще меня все время как-то тянуло вот к замкам этим. Ну, не знаю, может потому что часто я вот этот длинный Герман видел в Нарве, как бы. Мне всегда нравилось, даже когда я в Выборг, помню, на экскурсию поехал, когда, ну, уже после школы дальше там учился, нас повезли в Выборг. Я, конечно, тоже там все перелазил вообще. И тоже, кстати, да, толстое пиво ассоциируется Выборг с чем? Там завод Степана Разина находился, где я даже помню, педагог нам всем повела на завод. И что сделала? Всем угостила вот этим вот, так сказать, пивом завода. Так, ну что, ладно, пока мы отстали, а то мы вчера вот снимали как раз от Мардо. И я, к сожалению, не все записал. Я хотел прям в самую тусу пойти, там, ну, я имею в виду в самую вот гущу. Там что-то там кричали, какие-то лозунги и все такое. Но как бы не удалось мне все записать. И вот не знаю, пока есть возможность, я думаю, сейчас посмотрим, что тут у нас интересного есть. Вот такие вот места здесь, смотрите-ка. Получается, даже не знаю, как насчет здесь купания. Песок такой своеобразный. И не вижу по поводу чистоты. Мне кажется, здесь не очень чисто, не очень тут следят. Но у меня такое ощущение. Хотя там знак вот есть, там и спасатели, и все, наверное. Не посмотрел я, это у нас это официальный пляж или просто этот временное, как он там, место для плавания. Ну ладно. Пойдем дальше. Так, вот что у нас тут написано. Можете сами посмотреть. Вот он, как у нас величественно выглядит. Ага, правильно. Правильно. Да, детям нравится. Так, ну, не знаю, туда, наверное, пройду. Да, пройдусь, пока ребятня играет здесь. Господи, неужели здесь кому-то прикольно шашлыки жарить? Судя по всему, пить то же самое пиво вот так. Не совсем я вот понимаю подобного рода приколов вообще. Это какой-то, не знаю, как-то пьянее, что ли, там сильнее, я не знаю, или какие-то непередаваемое отютение, как Евгений Петросян говорил. Так, ладно. Что это у нас? Красная смородина. А это у нас кто? Не знаю, шиповник, что ли? Не знаю, интересно, да? Слушайте, можно попробовать. Ягоды я люблю. У меня бабушка вот с дедушкой, когда дача была в этих, где там? В Сиверцах, да. Это между Нарвой и Усть-Нарвой. По-моему, Сиверцы. Там была у нас и черная смородина, и красная смородина. Так, тут у нас никого из злодеев нету, надеюсь. Ой, там какие-то, смотри... я думал, там... Сначала мне повиделось, что там какие-то пляжные такие большие шатры. Но нет. Какие-то птички здесь. И лебеди есть. Вон белые, а черные, это не знаю, какие-то... Нет, не утки. Не могу понять, кто это вот так вот парит. Пока что. Гатры, что ли, какие-то. Не уверен.
Пока мне здесь очень нравится гулять. Прям вот я не знаю, я прошу прощения за жаргонизмы, но я прям тащусь вот от таких мест, где мало народу. Прям вот, ну посмотрите. Вот море, это не какой-то там здесь речка или просто водоемчик. Вот море, а вот получается замок. И вообще ни души. И причем это не какой-то там отшиб страны или вообще тут труднодоступно. Ехать 59 минут. Яблочки растут, смотрите-ка. Удивительно. А до Ракверы получается 25 что ли минут. Не, это очень здорово. Так, а теперь я задумался, увидел вот эту соломку и задумался, а можно ли нам здесь идти? Знаков там я вроде бы не видел, что гнездование птиц. Помните, когда мы были в Роху-Нееме, там посреди воды, да, посреди воды, там такой как островок, и там птички гнездятся. И там знак стоит, что нельзя проходить. Там большущий штраф, потому что гнездование птиц, нельзя их тревожить. Но здесь, я понимаю, не похоже, чтобы они здесь гнездовались. Так, ну что, пройдем дальше. Вот так. Вот так. Посмотрите, какая красота. Ну посмотрите. Как это ничего красивого? Все красиво, не надо мне тут. Так, ну ладно, все. Идем в замок уже. So let's go, all right? I'm not going. You want to stay? Так, ну что, настало время восхождения к замку. Да, то были времена. Здесь тоже, наверное, какой-то бастион был. Хотя, не знаю, судя по всему, это, наверное, бетон был. Что-то написано нашими с вами современниками. Так, эти опоры, я так понимаю, не дают замку упасть. Мы будем с вами предельно осторожны. Так, дайте-ка я добавлю ISO, чтобы, если что, нам в темный зайти. Итак, смотрим, что у нас здесь. Так, какая красотища, а? Ой, себе не пролезаю. Надо худеть. Так. А тут у нас что? Вот здесь я могу уже залезть. Какая красотища вообще. Я вообще под впечатлением. Очень рад. Очень рад. Так, ну, спрыгивать я, конечно же, не буду. Это получается какие-то старинные ступени, наверное, да, чтобы здесь можно было, наверное, стрелять. Опа! А, они не подбирают, а наоборот дают им упасть, получается, в ту сторону. Хотя, наверное, тут двойное, как сказать, действие.
Да, он как, смотрите, как через окошко ветерок так поддувает. Честно говоря, я когда ехал сюда, я думал, этот замок гораздо меньше и ничего интересного не будет. Но мне не очень нравится. Вообще, это вот, наверное, вот этот известный бут или плетняк. Как я вообще никогда не слышал с такого слова бут. А здесь уже на человек 10 слышал, что вот это все называется бутом. И либо я ошибаюсь, либо ошибаются люди, кто это говорил. Ой, посмотрите, вообще. Ой, прямо аж голова закружилась. Наверное, да. Именно это как фортресс, типа как крепость. Именно. То есть вряд ли здесь кто-то жил прям, я так думаю. А именно как крепость, чтобы вот защищать, да, кто приходит со стороны моря. Потому что так чувствуется, что так очень компактно, очень как бы гармонично, компактно здесь. Так, там мы пройдем, не пройдем. Ой, надо идти отсюда. Так, давайте обойдем здесь, посмотрим. Да, интересно, смотрите, тут какие-то аж как катакомбы, что ли. Там можно, да, получается, спуститься. Мы, наверное, не отсюда пойдем. Супер. Так, ну вверх мы тоже не пойдем. Наверх, да? Или пойдем? Нет, если бы у меня камера была бы, наверное, на себе, то я бы, наверное, рискнул. Но сейчас я не особо хочу. Давайте в другой раз, ребят. Я подготовлюсь и ради вас запишу что-то такое. Так. Пинг, опал. Прыгнул и упал. Мой сынок говорит, хотя, да, так и не скажешь, что прям уж такой маленький. Надо в сам Раквере тоже еще наведаться. Крепость внутри. Мне показалось снаружи, когда мы были снаружи, там не так много места. А сейчас я думаю, что может быть и места там вполне достаточно. А как нам отсюда спуститься? Прыгать я на самом деле не очень хочу. Давайте вот здесь спущусь и обойду. Вот тоже, да. Так. Вот оно как выглядит. Так, вот там мы, по-моему, не были с вами, да? Смотрите-ка, всяких битых бутылок вообще нету. Прям в самом замке, да? Это не может не радовать. Интересно, а вот эти вот части, это уже что-то ближе к современности или тоже тех времен? Прям вот так вот. Вообще здорово. Прям вот прям не верится, да? Что если все действительно вот тех годов. Ну вот эта часть, наверное, что-то из современного. Но я имею в виду не сами железные балки, но вполне вероятно, кстати. Я так понимаю, что это как скобы. Я сначала там видел что-то похожее вот там. Мне показалось, что это как лестница, что ли, что полазить можно было. Но нет, наверное, это как скоба, чтобы не развалилось. Да, интересно, сколько еще простоит? Надеюсь, столько же. Надеюсь, столько же. Ой, это мы вырежем. Так, а тут у нас что? Рябина.
Рябина. Тут может быть какой-то склад, наверное, оружие был. И много-много крапивы. Нет, какая-то рябина. Это что-то другое. Какая-то бузина, что ли. Или калина. Не знаю. На рябину что-то не особо похоже, как мне кажется. Слишком маленькие ягодки. Так, вот здесь, да, мы здесь еще не были, по-моему. Зайдем здесь. Привет. Па-бам-пам-пам-пам-пам-парам. Да. Ну, это понятно, очевидно, что с недавних пор здесь кирпичи. Без этого никак не обойтись. Это, конечно, мы понимаем. Тоже тут получается, грубо говоря, вот это первый этаж, второй, третий. Ну да, и может как чердачок или... Ну, три этажа, ладно. Раз, два, три. Не, 4. Да, получается первый, второй, третий и... Первый, второй, третий. Да, и на 4 можно было стоять, что-то там делать. Опа! Ну все, пойдем. Аккуратно. Торговый двор, да? Первые упоминания о торговле между друзьями датируются 1431 годом. Пойдем дальше гулять. Иди сюда, ротик. Финны и местные люди с побережья торговали salted herring against grain. Salted herring — это соленая, это самая селедка, что ли? Наверное. И зерном, да? Он селедку ловил? Ну, наверное, кто-то любит селедку. Я никогда не любил. Я ненавижу. Любишь селедку? Я не люблю. Мама любит селедку, я не люблю. И моя мама любила селедку тоже. Все мамы одинаковые. Все мамы одинаковые. Значит, и ты когда-то полюбишь селедку, да? Получается. Угу. Когда полюбишь? Завтра? Ладно, идем дальше, в другую катакомбу. Так. Тут я не была. Иди. Это что у нас? Там камень есть. Прямо. Башня. Что? Там камень прямо в трубе вырос. Ну, он не вырос. Тут же многие, видишь, современные еще эти. Я так понимаю, что посветлее. Это то, что вот более или менее недавно делали. Да, и вот такой вот у нас вид отсюда. Все просматривается, корабли вообще, да? Кто откуда приходит. Очень здорово. Так. Лебеди! Лебеди, да, лебеди. Ну все. Я думаю, мы все уже прошли. Все посмотрели. Пора двигаться дальше. Кстати, небольшой ликбез. Эта женщина в красном любезно нам сказала, что все-таки вот эта вот ягода, это вовсе не красная смородина, а дикая черная смородина. Вот. Такие вот дела. Ну вот вы сами слышали. Младшее поколение сказала все. Спасибо, что прогулялись с нами. Не только сегодня, а и в этот замечательный отпуск. Так что увидимся с вами совсем скоро. А мы пошли. Всем пока. So let's go, all right? I'm not going. You want to stay? Yes. You stay, all right? Fuck you. Fuck you too. Yeah, fuck you.